Здравствуйте, в эфире новости на телеканале Кунаев Медиа. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересованы в проектах Алматинской области. Образование, туризм и экология – ключевые направления переговоров. В Алматинской области обновляются сотни километров ключевых магистралей. Казахстан ограничивает импорт яблок. Решение призвано поддержать отечественных садоводов. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Совета города Алатау, на котором рассмотрели ход реализации поручений главы государства по развитию нового города. В центре внимания выполнение конституционного закона о специальном правовом режиме Алатау и создание современной модели городского управления. Утверждено положение об Алатау Сити Authority, которое станет государственным органом, отвечающим за развитие города. Также созданы оперативный комитет, регуляторная комиссия и Временная комиссия по земельным вопросам. Особое внимание уделено привлечению инвестиций, развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, а также реализации проектов K-Smart City, AI-Driven City и Crypto City. По итогам заседания премьер-министр поручил ускорить работу по ключевым направлениям развития Алатау. Мы начинаем работу в статусе государственного органа и наделяемся полномочиями по ускоренному развитию города Алатау. До конца текущего года будет принят основной блок нормативно-правовых актов города Алатау, которые позволят создать прочную основу самостоятельной экосистемы города Алатау. Также до конца года по поручению главы государства будут разработаны и приняты ключевые стратегические документы города. Это долгосрочный план развития, стратегия развития и мастер-план. Главным вопросом является привлечение инвестиций. На сегодня в Алатау реализуется 53 проекта на сумму более 2 триллионов тенге, предусматривающих создание более 50 тысяч новых рабочих мест. Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов рассматривают возможность реализации новых проектов в Алматинской области. На встрече с акимом области стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования, туризма и экологии. Глава региона представил инвесторам туристический потенциал области и проекты, которые могут быть интересны для зарубежных партнеров. В Казахстане 100 дестинаций, из них 10 находятся у нас в области туристических. Это известных международных дестинаций. И у нас в Алмате есть региональный центр развития Алматинской области, где мы имеем возможность презентовать возможности нашей области, плюс те проекты, которые нас интересуют. Особое внимание в ходе переговоров уделили проекту строительства техноэкопарка по переработке твердых бытовых отходов с последующей выработкой электроэнергии. Инвесторы выразили готовность к его реализации. Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Казахстаном очень крепкие, поэтому мы готовы инвестировать в данную страну. В Объединенных Арабских Эмиратах имеется огромный опыт по переработке мусора от отходов в чистую энергию, поэтому мы бы хотели применить данный опыт в Казахстане и реализовать данный проект здесь. Сейчас мы активно рассматриваем данный проект и имеем все намерения запустить его. В Алматинской области в этом году ремонт дорог республиканского значения охватил 376 километров. Это самый большой объем дорожного ремонта за последние годы. На реализацию проекта выделено 22 миллиарда тенге. Сейчас в самом разгаре работы автомобильной дороги Алматы-Астана с 27 по 115 километр. Дорожники работают одновременно на 8 участках. Задействованы десятки единиц спецтехники и сотни специалистов. В этом году обновляют как ключевые транзитные магистрали, так и дороги, обеспечивающие транспортное сообщение между населенными пунктами региона. Общая сеть республиканских дорог по Алматинской области составляет у нас 1734 километра. На сегодняшний день в рамках десятилетней программы реконструкции автомобильных дорог, реновации этих дорог, в рамках развития транзитного потенциала страны было реконструировано и переведено в первую техническую категорию порядка 800 километров автомобильных дорог. Дороги первой категории составляют почти половину всей республиканской сети региона. В их числе международные транспортные коридоры, Западная Европа, Западный Китай, Центр-Юг и Юг-Восток.
Помимо реконструкции магистралей, за последние 5 лет отремонтировано более 250 километров дорог, имеющих важное значение для жителей региона. Одним из крупнейших объектов нынешнего сезона стал 80-километровый участок автодороги Алматы-Астана с 27 по 115 километр. Благодаря оперативной мобилизации подрядной организации, близости асфальтобетонных заводов, работы ведутся с опережением графика. Учитывая интенсивность и важность этой автомагистрали, в текущем году мы буквально 2 месяца назад начали работы по среднему ремонту. Общая протяженность этого участка составляет 80 километров дорог. 80 километров. На сегодняшний день, благодаря быстрой мобилизации на участок подрядной организации и ввиду близкого расположения в целом к городу Алматы и наличию асфальтобетонных заводов, на сегодняшний день мы уложили порядка 60 километров. При ремонте подрядчики применяют современные цифровые технологии управления дорожными работами. Специальные ультразвуковые датчики в режиме реального времени контролируют толщину укладываемого асфальта с точностью до миллиметра, что позволяет обеспечить высокое качество дорожного покрытия. На новом асфальтоукладчике у нас стоят датчики. Они все считывают там через GPS. Они уже, человеческий фактор меньше допускается. Там уже и ровность будет, и уклоны дороги, и катки у нас тоже стоят. Они все, вибраторы стоят, и все. И вес катков соответствует. По словам специалистов, реализация масштабной программы ремонта позволит значительно улучшить состояние республиканских автодорог Алматинской области. Ожидается, что обновление трасс повысит безопасность дорожного движения, обеспечит более комфортное транспортное сообщение для жителей региона и создаст благоприятные условия для движения транзитного транспорта. Жадра Жалдыбаева, Айсултан Бахтан, Нурлан Досмагамбетов, Кунаев Медиа. В Казахстане введен запрет на импорт яблок. Приказ опубликован на сайте Министерства сельского хозяйства. Решение межведомственной комиссии введено в целях поддержки отечественного яблочного производства и обеспечения сбыта отечественной продукции. Наш корреспондент продолжит. Крупнейшим регионом выращивания яблок является Алматинская область. Площади интенсивных садов в основном приходится на Янбекши-Казахский и Талгарский районы – 46% от общего вала. В одном из крупнейших яблоневых садов Янбекши-Казахского района выращивают 7 сортов и ежегодно получают около 4000 тонн яблок. 90% из них поставляется на внутренний рынок. Вводимое временное ограничение импорта даст покупателям уверенность в том, что на прилавках только отечественный продукт, а садоводам – возможность реализовать новый урожай. Продукт у нас только премиальное качество, то есть мы стремимся к этому, и у нас продукт 65 и выше калибром идет. По ценовой, если рассматривать, импортное яблоко даже дороже выходит, чем местное яблоко. По импорту, если так рассмотреть, это очень затяжной процесс, сами понимаете, то, что это может пройти через 3-4 руки, и здесь себестоимость сказывается на конечном потребителе. И плюс логистика, плюс растаможка и так далее. Мы уже все научились выращивать качественное яблоко не хуже того же самого польского яблока, например. По республике в прошлом году садоводы собрали 215 тысяч тонн яблок. 60 тысяч из них обеспечили хозяйство Янбекши-Казахского района. Этого, по оценкам Министерства сельского хозяйства, достаточно для обеспечения внутреннего рынка. Поэтому мы предлагаем временно ограничить импорт. Это даст возможность нашим производителям реализовать свой урожай по справедливой цене. При этом наши яблоки остаются доступными для покупателей. Поэтому говорить о том, что они будут стоить дороже импортных, оснований нет. Приказ уже опубликован на сайте Минсельхоза. Запрет на импорт начнет действовать с 1 августа и продлится до 31 декабря текущего года. Назгуль Бошан, Талгат Жанбута, Кунаев Медиа. В Кунаеве состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников ветеринарной службы. Специалистам, которые обеспечивают здоровье животных и продовольственную безопасность страны, вручили государственные и ведомственные награды. В ходе встречи также подвели итоги работы ветеринарной службы региона и представили планы дальнейшего развития отрасли.
Сегодня в ветеринарной отрасли Алматинской области работают 1386 специалистов. За последние 3 года в регионе введены в эксплуатацию 21 ветеринарный пункт и 19 скотомогильников. В преддверии профессионального праздника в Енбекши-Казахском районе открылись сразу 7 новых ветеринарных пунктов. В ближайшие 2 года в области планируется построить еще 94 ветпункта и 52 скотомогильника. На эти цели из местного бюджета выделено более 4 миллиардов тенге. Буквально на днях при участии заместителя акима области мы открыли первый ветеринарный пункт. В следующем году запланировано строительство еще 47 ветеринарных пунктов и 26 скотомогильников. Кроме того, при поддержке акима области ветеринарным специалистам передали 84 служебных автомобиля. В конце прошлого года мы полностью обновили автопарк. Это был давно назревший вопрос, и специалисты очень довольны такими изменениями. В ходе торжественного мероприятия медали вручили ветеранам труда, а также своих обладателей нашли нагрудные знаки профсоюза и отличник труда. Среди награжденных ветеринар из Карасайского района, проработавший в отрасли 41 год. По его словам, сегодня материально-техническое оснащение ветеринарной службы значительно улучшилось. Строятся современные ветпункты, специалисты обеспечиваются новым оборудованием и служебным транспортом. Мы начинали работать еще в 80-х годах. Тогда все оборудование было многоразовым. Иглы приходилось долго стерилизовать, вся документация велась вручную. Сегодня, благодаря современным технологиям, молодые специалисты за несколько минут выполняют то, на что раньше уходило несколько дней. Используются одноразовые материалы, появились служебные автомобили, строятся современные ветеринарные пункты, модульные здания и скотомогильники. Все это значительно повышает качество работы. Одной из главных задач ветеринарной службы остается профилактика инфекционных заболеваний среди животных. С начала года в области проведено более 8,5 миллионов вакцинаций и диагностических мероприятий. Ветеринарная служба выполняет важнейшую задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны. В этом году правительство выделило 5 миллиардов тенге на проведение противоэпизоотических мероприятий. В рамках этой работы продолжается вакцинация животных против 12 видов особо опасных инфекционных заболеваний. В настоящее время в единую базу данных области, включая молодняк этого года, внесено более 4 миллионов голов сельскохозяйственных животных. Перед вакцинацией ветеринары должны обследовать каждое животное. Назгуль Башан, Аружан Мураткызы, Аблай Куттукбай, Кунаев Медиа. В селе Карасас Раимбекского района состоялся второй республиканский айтыс, посвященный памяти выдающегося акына Оразалы Досбосынова. Масштабное творческое состязание прошло в рамках празднования 90-летия Раимбекского района. За победу боролись 16 мастеров-импровизаторов, прибывших из разных регионов Казахстана. В прошлом году республиканский айтыс был организован впервые. Тогда же прозвучала инициатива сделать его ежегодным. В этом году традиция получила продолжение. Конкурс прошел на более высоком организационном уровне. Мы всегда будем чтить память такого великого акына, как Оразалы Досбосынов. Айтыс, посвященный его памяти в Раимбекском районе, становится традиционным. Мы очень рады, что много талантливой молодежи, которая с помощью силы слова поднимает проблемы общества. Их остроумие и смелость делают айтыс живым голосом народа. Молодые акыны в своих выступлениях затронули темы национальных ценностей, единства страны и актуальных общественных вопросов. Остроумные реплики и яркие поэтические образы нашли живой отклик у зрителей. Республиканский айтыс, прошедший в сердце Карасаза, вновь подтвердил высокий статус национального искусства, импровизации и стал ярким событием культурной жизни региона. Организаторы уверены, что проведение конкурса на постоянной основе станет хорошей площадкой для поддержки молодых талантов и дальнейшего развития казахского айтыса. Шедра Жалдыбаева, Аяла Уланкызы, Кунаев Медиа.
В Алматинской области стартовал международный мотопробег «Путь кочевников Nomad Spirit». Мероприятие организовано при поддержке Управления туризма Алматинской области и объединило представителей мотосообществ из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. По данным организаторов, в мотопробеге принимают участие около 2000 мотоциклистов и гостей. Проект направлен на развитие мототуризма, укрепление дружеских связей между странами Центральной Азии, популяризацию культуры кочевников и продвижение туристического потенциала Алматинской области на международном уровне. Идея самого международного пробега мы уже с 2016 года устраиваем. В этом году юбилейный пробег. Мы его организовали на очень высоком уровне. Спасибо большое поддержке от государства. На всем пути у нас сопровождение, скорые. И помогают прям хорошо в организации мероприятия, пробега. Гости все довольны, с других городов, стран гости все довольны, потому что посмотрели и красоты нашего государства, природу. Такой была информационная картина дня, подготовленная корреспондентами телеканала Кунаев Медиа. Больше новостей в наших социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. До свидания.